Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана принимает новогодние поздравления от глав зарубежных государств. Национальный парк живой природы Туркменистана отметит 15-летний юбилей. Посол Туркменистана вручил верительные грамоты президенту Ирана и другие новости. В адрес президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова продолжают поступать поздравительные послания с Новым годом от лидеров иностранных государств. Зарубежные лидеры направляют главе Туркменистана свои наилучшие пожелания туркменскому народу благополучия и процветания. В 2025 году исполнится 15 лет с момента переезда главного зоологического парка Туркменистана в живописное предгорье Капитага. За эти годы национальный парк живой природы, расположенный в местечке Гёкдере, близ Ашхабада, превратился в современный природоохранный комплекс международного уровня. Ежегодно парк посещают около 270 тысяч человек, которые могут увидеть здесь как представителей местной фауны, так и экзотических животных. Посол Туркменистана в Тегеране Ильяс Гарипов вручил верительные грамоты президенту Ирана Масуду Пезешкиану. В ходе встречи Масуд Пезешкиан выразил теплые приветствия и наилучшие пожелания президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову, а также национальному лидеру туркменского народа, председателю Халк-Маслихаты Гурбангулы Бердымухамедову. Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Миредов по поручению президента Сердара Бердымухамедова посетил посольство США в Ашхабаде и оставил запись в книге соболезнования в связи со смертью экс-президента США Джимми Картера. Туркменистан вошел в список 15 стран с наибольшим числом граждан, посетивших Азербайджан в прошлом году. В 2024 году страну посетили более 33 тысяч жителей Туркменистана. Туркменабадский мукомольный комбинат произвел продукции на сумму более 138,5 миллионов манатов, выполнив годовой план на 102,4%. Предприятие произвело 46 383 тонны муки, 135 тонн пшеничной крупы и более 14 тонн отрубей. Попытки Apple возобновить продажи iPhone 16 в Индонезии не увенчались успехом, несмотря на предложение компании инвестировать $1 миллиард в местное производство. Министерство промышленности Индонезии отклонило инициативу Apple по строительству завода на острове Батам для производства трекеров AirTag. По мнению властей, производство аксессуаров не решает проблему локализации производства самих смартфонов, что является ключевым требованием местного законодательства. После длительной борьбы экологических активистов Таиланд принял историческое решение о полном прекращении импорта пластиковых отходов. До недавнего времени королевство являлось одним из ключевых центров переработки пластика в Юго-Восточной Азии, принимая значительный объем отходов из развитых стран. С 2018 года основными поставщиками выступали США, Великобритания, страны Европейского Союза и Япония. В чемпионате Туркменистана по футболу открылось зимнее трансферное окно. Регистрационный период продлится до 28 февраля. В этот период клубы высшей лиги смогут заявлять новых футболистов. В Туркменбаши проходит чемпионат Туркменистана по вольной и греко-римской борьбе. В финальном поединке по вольной борьбе в весовой категории до 79 килограммов золотую медаль завоевал Алпарслан Бегенджев, победивший Ашира Какамурадова. Бронзовую медаль в этой категории получил Абрай Шатлыков. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.